В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Заботой о нуждающихся. Горный ключ уже стал для этих людей вторым домом. Активисты благотворительного фонда «Даймок» передали беженцам из сектора Газа помощь, собранную жителями региона. Праздничная атмосфера. О том, как проводят выходные дни жители и гости республики, расскажем в нашем эфире. Дом на колесах. Житель селения Бачиюрт Мухаммед Чакаев своими руками собрал автодом. Какие важнейшие блага цивилизации имеются внутри, поделится Адам Магомедов. Активисты благотворительного фонда «Даймок» передали новую партию гуманитарной помощи для беженцев из сектора Газа. Сезонная одежда, обувь, продукты питания. Все это привозят жители региона, которые не могут оставаться в стороне от несчастья эвакуированных. Наталья Депутатова об акции. Эти люди с восхищением относятся к нашему региону и в целом гостеприимству местных людей. 206 человек расположились по инициативе главы республики в селении Автуры. Это и взрослые, и совсем еще детки. Здесь уютно, хорошо, нас вкусно кормят. Я очень благодарна Рамзану Кадырову и всему чеченскому народу за то, что мы здесь. Рады, что мы смогли живыми сбежать от этой войны. Здесь для них созданы все условия. Руководство региона во главе с Рамзаном Кадыровым постоянно проводит благотворительные акции. Жителям Палестины привозят одежду и продукты питания. Граждане нашей республики, сами пережив подобное, как никто более может понять этих людей в одночасье оставшихся без крова. دو دنيا دي معيرة تأمي يقول حق بالين ومخواش نساعد أخوات وبين بولش ومختين دريس خل ذلك نسبيخ بول خديجنا هذا بوابة تكون جيتن حنتي عودش مو عودش ولي خدوا الله يربح بوزيت بول الله ذلك نسبيخ بول. Одежду, теплые вещи, продукты питания доставляют сюда регулярно. Кроме этого, людям показывают красоты нашей республики. И взрослые, и дети, видя такое отношение к себе и к своим близким, благодарны. Многие довольно хорошо знают русский язык. У меня 8 детей, они очень радостные, всегда довольные. Здесь нас очень хорошо приняли. Люди здесь такие добродушные. Несмотря на пережитое, жители Палестины не утратили доброжелательности и веры в будущее. В дальнейшем для этих людей планируют найти и рабочие места, чтобы они могли чувствовать себя полноценными гражданами страны. Горный ключ уже стал для этих людей вторым домом. Все ужасы войны помогают забывать добро, доброжелательность и милосердие руководства и жителей нашего региона. Наталья Депутатова, Саид Эмин Мусаев, Вести Чеченская Республика. Праздничная атмосфера продолжает царить в Грозном. Выходные дни жители обычно проводят в кругу семей и близких. Любителей встречаться с друзьями и гулять также немало. Столицу региона посещают и многочисленные туристы уже традиционно. Наша съемочная группа выяснила, как проводят выходные новогодние выходные. Слово Турпалали Тайсумову. Катание на аттракционах и счастливые фото с олицетворениями Нового года, Дедом Морозом и Снегурочкой. В столице республики продолжают отмечать праздничные выходные. Хорошая погода позволяет много гулять целыми семьями. На центральной площади многолюдно, а дети здесь самые счастливые. Деды Морозы и другие сказочные персонажи прекрасно поднимают настроение. Людям нравится здесь из-за веселой атмосферы. Мальчики и девочки, а также их родители не упускают возможности насладиться приятными моментами. По словам аниматоров, в костюмах видеть посетителей главной елки такими счастливыми – это настоящее счастье, и они разделяют его вместе. Весело.
видеть елку, Новый год, впечатление красивое, отлично все. С Новым годом. В этот период в Грозном много посетителей из других регионов страны. Некоторые не сдерживают эмоций и трогательно описывают свои ощущения от пребывания. Я впервые ехала сюда, и когда наш экскурсовод подвела нас тем фотографиям, что творилось здесь в 95 году, 30 лет, я восхищаюсь. Рада, что вы восстановили ваш город, он такой прекрасный, красивый, все для людей. Это очень радует, восхищает, поэтому хочется приехать весной, когда все цветет, и посмотреть еще раз. Чтобы праздничные дни ничто не омрачило, сотрудники МЧС России по Чеченской Республике следят за безопасностью особенно тщательно. За время несения дежурства без происшествия, в случае чрезвычайной ситуации, все экстренные службы полной боевой готовности. Дежурит 5 единиц техники и в составе 5 отделений. Веселье будет продолжаться целыми днями. Любой желающий сможет подарить себе и своим близким чудные моменты радости. Турпал Лолита Исумов, Амина Тупилагова, Лёма Мандиев и Сайтамин Даутмирзаев. Вести. Чеченская Республика. Житель республики Мухаммед Чакаев собрал самостоятельно дом на колесах. Внутри все блага цивилизации. Холодильник, электричество, кухонная плита, пылесос. Поэтому любые изменения погоды и жителю автодома не страшны. Удивляет и другое. Нашему герою понадобилось всего лишь месяц, чтобы собрать все. Адам Магомедов разбирался, как устроен дом на колесах. Посмотрев на эту пристройку снаружи, никогда не подумаешь, что внутри там целый дом. Мухаммед Чакаев из селения Бачиюрт смог самостоятельно разместить внутри все необходимое для удобного проживания. Тут вам и свет, отопление, 30 литров воды, кухонная плита, пылесос, тумбочки с различными принадлежностями, душ, холодильник, удобная кровать и многое другое. Все это он собрал за месяц, а чертеж нарисовал за 30 минут. Идея пылилась с 2011 года, и как только появилась финансовая возможность, мужчина воплотил ее в жизнь. Холодильники, пылесос, полный, да, да, ясно. О, курс, надо, да, делаю, что они сидят, да, делаю, что чумахки, ты, порох, ваха, порох, да, вижу, да, цакет, халоч, 30 литров через фильтр душ, ишта, душ принятишь, ишли, душ яче, ишли, малхи, так, массу умывальник, он кизик дучуаш. Вот пепшу, хлебница, айкшкеч, вот яйч, чайн, кияло еще, вот кейгю, пепра еще. Вот здесь и вот здесь, да, и душ. А вода куда уходит? Вода метка, да, тут. Метка. Я включили, да. Ишь, тогда ула душ принять, все. Электричество генерируется с помощью солнечных батарей. Вес автодома всего 150 килограмм. Пристройка сама по себе полностью герметична и сохраняет тепло. Поездки с ней максимально практичны. Данное изобретение не имеет аналогов в мире и совсем скоро получит патент. Мухаммед планирует пустить разработку в массовое производство. Волгоградский район, Аска, 6% решение гейтит прош, выпускать пробную прош. Дохер вы ночи чаем, высо сильно свои, аргуны азовод, яхтик аиш, выпускать аиш, вы ночи. Тягло ночи чечен кемпинг, сеешь хиреда чеченский. Дня сам модаш дина, да, сарсанек массу машин мекш, любой седан де мекшер. Конструкция везде привлекает большое внимание. Людям интересно, как удалось вместить все необходимое для житья в такую небольшую пристройку. Тем не менее, Мухаммед видит, что именно стоит улучшить и планирует довести свою идею до совершенства.
Jim Shirinati tuğruyorsun da vaktin çolda. Çünkü yok kuluş, помещение yok kuluş, izate tuğruyorsun. Так, любой вагой, неважно, так, кроссовершна, ценмекш, не серьезно. Автодом можно приспособить практически к любой марке автомобиля, будь то легковушка или же Нева. Его считают как груз, никаких помех или же дополнительной нагрузки на дороге он не создает. С ним можно комфортно путешествовать где угодно и при этом экономить на гостиницах. Можно сказать, идеальный вариант для бюджетных поездок. Это не единственная разработка, которую придумал и реализовал Мухаммед. Мужчина мастерит с 12 лет. Он самостоятельно собрал катер, ветряную электростанцию, мини-внедорожник с высокой проходимостью и не только. Останавливаться талантливый инженер не собирается и обязательно продолжит удивлять своими новыми идеями. Адам Магомедов, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Путешественник-блогер Никита Шакиров автостопом объехал порядка 60 стран. Совсем недавно приехал и в Чеченскую Республику. Ездит наш герой почти без денег и без предварительных знакомств с местными через интернет. Несмотря на это, добрых людей на его пути немало, которые посильно помогают ему. Мы пригласили Никиту на экскурсию на нашу телерадиокомпанию. С моими коллегами он поделился, как решился на первую поездку и какая страна понравилась ему больше всего. Подробнее Турпал-Али Тайсумов. В свои неполные 34 года Никита Шакиров почти всю сознательную жизнь посвятил путешествиям. Сейчас в его копилке около 60 стран, в которых он побывал преимущественно автостопом. Однако путь к мечте едва не закончился в 8 лет, когда парень попал в автокатастрофу. Выжил, проведя месяц в коме. Сначала, не имея денег, он объездил несколько городов России. Затем с минимальным бюджетом начал мировое турне. От Ближнего Востока до США. И вот теперь любитель-путешественник открыл для себя Северный Кавказ. Чеченская Республика пришлась гостю особенно по душе. Мне всегда хотелось в Грозный и вообще по Кавказу попутешествовать. Вот. Это очень интересно. Но сейчас пришло время, и я в восторге от этой республики, от людей, которые живут тут. Мы специально пригласили гостя посетить телерадиокомпанию «Войнах». Здесь он признался нашим сотрудникам, что в Чеченской Республике он не увидел никаких сложностей с пребыванием и проездом. Все относились к нему как к родному человеку, предлагая разного вида поддержку. По Кавказу вообще нет проблем с автостопом. То есть тут стоишь буквально вот даже не больше 10 минут, и сразу кто-нибудь подбирает, везет, там, приглашает к себе в гости, завозит чай, кофе, вот, и, ну, тут такие теплые люди, хорошие, вот, наверное, потому что вот теплота вот южная, она в людях, и мне кажется, потому что стараются делать богоугодные дела. По словам Никиты, он много слышал о главе республики Рамзане Кадырове. Ему известно, как политик превратил разрушенный субъект в один из самых современный и привлекательный регион, где подобные ему путешественники могут насладиться красотами и местными традициями, одной из которых гостеприимство. Я всегда вот в восторге от Рамзана Ахмадовича Кадырова был. Когда путешествовал, я следил вот, за его деятельностью, за то, что он помогает в СВО. Это прям, ну, я радовался очень, что такая помощь и такое вот сотрудничество с Владимиром Владимировичем. Вот. И да, Рамзан Ахмадович вообще большой молодец, я считаю, и хотелось бы, конечно, встретиться, поговорить, пожать руку. Мы абсолютно уверены, что у молодого человека останутся только самые приятные впечатления от посещения региона в таком необычном формате. Он далеко не первый и, конечно, не последний, кто открыл для себя горный субъект, оценив его по достоинству. Впереди у большого энтузиаста много дальнейших планов. Его цель – доказать себе и окружающим, что возможности для осуществления мечты есть всегда. Надо лишь начать действовать, не сидя, сложа руки. Турпал-Али Тайсумов, Медина Мударова, Хусейн Мурдаханов и Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.